Главной информационной темой в мире остается специальная операция, проводимая Российской Федерацией в Украине. И результатом ее уже стало признание государственного суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. В этих непростых условиях военных действий, перемещения беженцев, постоянных информационных баталий особенно непростым остается положение России, отмечают участники круглого стола. Так, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба высказал всецелую поддержку операции по принуждению к миру. Что касается информационной составляющей, здесь, конечно, такая благодатная почва для рассуждений, для аналитики. Сегодня западные страны развивают очень активно информационную кампанию антироссийскую. Мы это видим. Это кампания с особым упором, я бы сказал, на современные технологии, на социальные сети, на Инстаграм, Фейсбук, в том числе другие социальные сети и другие механизмы. И мы видим, насколько ситуация нагнетается, насколько она усложняется. Мы, конечно, выступаем за объективное освещение того, что происходит сегодня на Украине, но, к сожалению, если включить, я по утрам смотрю телеканалы CNN, BBC, Евроньюз, там ситуация далека от объективности. Это надо, конечно, объективно заметить. О том, что в последнее время тема русофобии активно развивается в мире, говорил Максим Литвинов. С развитием современных коммуникационных технологий задача влияния на умонастроение людей за счет подачи соответствующей информации заметно упростилась и стала одним из важнейших политических инструментов. Не менее актуальной на сегодняшний день, к сожалению, стала и тема русофобии. К сожалению, в последние десятилетия она стала фактически внешнеполитической доктриной целого ряда государств. К ним относятся Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия, Литва и Украина. Главными апологетами являются, безусловно, США и Великобритания. Нельзя не отметить и крайние русофобские настроения части политического истеблишмента Грузии. Прежде всего, это касается сторонников Михаила Саакашвили, например, Гавриловскую ночь 2019 года или позорное выдворение Владимира Познера год назад. Одной из наибольших угроз сегодня участники круглого стола считают постоянные фейки, недостоверные, зачастую постановочные видеоролики, повсеместно публикующиеся информационные сообщения. Ситуация настолько осложнилась большим объемом контента, приходящим якобы из зоны операции, что простому обывателю не всегда понятно, что же на самом деле происходит в Украине. Эта ситуация хорошо знакома нам, абхазским журналистам, отметил председатель Союза журналистов Руслан Хашик. С этим я лично сталкивались, особенно в период нашей Отечественной войны. Не мог себе представить, что нам будет суждено пройти через такую жесткую войну, которую наш народ его назвал Отечественной войной народа Абхазии. И в этих условиях наши противники придумывали такие фейковые кампании запускали, которые чисто человечески представить, что это возможно, это было исключено. И столько энергии было потрачено всем абхазским обществом, в том числе и журналистами, и политиками, чтобы убедить мир, что в октябре 1992 года, после освобождения Гагры, никто на Гагарском стадионе не играл в футбол с отрезанными головами грузин. Это очень, очень сложно вообще быть в такое положении и доказывать, что белое – это белое, черное – это черное. А что мы тогда, чем смогли убедить мир? Только правдой, только открытостью, приглашая всех, в том числе грузинские делегации, давая возможность напрямую общаться с гагарским населением города Гагры и грузинской национальности. О положении дел на 7-й российской военной базе в Гудауте рассказал полковник Рогалев. Он отметил, что служащие занимаются в рамках штатной программы. Начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Ролан Джоджо подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Аслана Бжаня абхазские вооруженные силы приведены в боевую готовность. Мы понимаем, что та техника, которая сейчас стоит на вооружении сил обороны Грузии, она
очень много устаревших образцов, неисправных образцов, но тем не менее подпитка происходит. Под видом учений завозится техника, которая обратно не вывозится, остается здесь, ну и так далее. И можно с уверенностью пока на данный момент говорить о том, что в ближайшее время какой-то угрозы агрессии со стороны Грузии нет и не предвидится. На сегодняшний день вооруженные силы Республики Абхазия приведены в боевую готовность в связи с проведением плановых военных учений. Ну, также в соответствии с приказом главнокомандующего вооруженных сил специальные подразделения наши переведены на особый режим несения службы. Мы внимательно следим за ходом специальной операции, проводимой вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В мире началась глобальная перестройка, и Россия возвращает себе былой авторитет. Этот процесс начался не сегодня, а с приходом к власти Владимира Путина, считает секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба. В России нашелся лидер. А так всегда было в истории России. Если вы помните, после 1917 года, когда не было, государства не было фактически, потому что не было бюджета единого, не было единой армии, несколько регионов, которые самостоятельными себя считали. И после этого страна стала великой атомной державой, да? Победила самого грозного врага, который был в Европе. Там Россия после 90-х годов уже списана была, это была большая ошибка. Она была списана, потому что так же, как и в 1917 году оказались никчемные лидеры, так же оказалось и в 90-м году. Появился лидер, и страна заявила о своих интересах на мировой арене. Идет совершенно очевидно переустройство мировой системы. Вот с этим мы сталкиваемся. Живем в эпоху перемен. Крайне важно, отметили участники круглого стола, даже в самых непростых ситуациях оставаться с холодной головой и доверять только проверенным источникам информации. К этому они призвали и абхазское журналистское сообщество. Илана Казам, Батор Никамичба, Абаза ТВ.